президент, уважаемые гости, боевые друзья, это фильм, эти 3 части о 22 военных судеб. Красной нитью проходит боевое братство. Здесь находится простой парень из села Вахадзы. Первый пошел в Кавказскую гвардию. Во время войны комиссар армянского батальона. Он входит в это число 22. Но мы его не могли поймать. Он воевал на Украине. Первая встреча. Нам позвонили, сказали, получил ранение. Встретились. Я говорю: Артур, маме 93 года. Неужели не навоевался? Останься. Не могу, меня ждут ребята. И он уехал. Через 2 месяца второе известие. Тяжелое ранение в голову. Военный госпиталь в Москве. Операция. Остался жив. И при последней встрече наш он мне говорит: Валера, ты не понимаешь, там такое боевое братство. Ты не представляешь, у меня все бойцы сибиряки. Я говорю: уходите. Я не могу уйти. Командир, мы своих не оставляем. Уважаемый Иван Разурович, дорогие друзья, благодарю всех, кто пришел на презентацию документального фильма «30 лет спустя» о героях Отечественной войны народа Абхазии, наших прославленных защитников. Особенно отрадно видеть в зале молодежь. Значит, дело старших в надежных руках. Завтра, 30 сентября, вся Абхазия отметит 32-ю годовщину Победы и независимость. В городах и в селах проходят торжественные торжества в честь подвига наших ветеранов. Символично, что в праздничной программе премьера фильма, созданного при поддержке армянской общины Республики Абхазии, отдельная благодарность автору, коллективу во главе кавалером ордена Леона Валерия Марамяна. Фильм рассказывает о наших соотечественниках, которые в тяжелые годы, не раздумывая, стали на защиту Отечества. Скромные и честные люди. Они и сегодня пример мужества и патриотизма для молодежи. Годы и раны не сломили их. И дух, если потребуется, они вновь готовы встать на строй. В канун праздника мы склоняем головы перед памятью павших. Низкий поклон всем, кто отдал жизнь за свободу и мир на абхазской земле. Этот год объявлен годом Владислава Мартинга, основоположником нашей независимости. Вечная память великому сыну народа и всем защитникам. Попрошу чтить минутой молчания историю батальона имени маршала Баграмяна. Авторы передали воспоминания бойцов о сражениях, наступлениях и фронтовых буднях. Это живая история, которую необходимо передавать из поколения в поколение, чтобы знали и помнили. Наш первый президент говорил: армяне кровью завоевали право называть Абхазию своей родиной. Мы свято чтим, и это право, и вместе будем укреплять независимость и процветание нашей страны. Да здравствует свободная Абхазия! Слава нашему героическому народу! Вечная благодарность ветеранам и бойцам! С Днем Победы всех! Спасибо.